Всем привет! Сегодня у меня очередной ноутбук Acer Aspire 5736Z. Ему был уже заменен жесткий диск, и сейчас будет процесс ТО, то есть очистка от пыли, замена термопасты. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, MX5, а мне приятно. новую от Этим вы Articooling. мотивируете меня выпускать новые и полезные какие ролики. будут температуры. Ну а на данный момент сейчас запустим стресс-тест и посмотрим, какие температуры на данный момент у нас. Так, температуры пока у нас сразу же поднялись до 60 градусов, но я уже видел на этом ноутбуке температуру 80 градусов, поэтому решил провести ТО. Вот еще видео. Если кому Может интересно, вам понравится. вот так выглядит тюбик термопасты 4 грамма. 4 грамма это, не знаю, сейчас будет вам видно или нет. Сейчас я уберу подальше, отклею наклейку, чтобы было более видно. Вот это 4 грамма Articooling MX5. Решил взять MX5, так как MX4 стало много подделок, и не знаешь, действительно попадешь на хорошую термопасту или на плохую. MX5, так как выпущена не так давно, то и вероятность подделки очень низкая. Что ж, у нас 1,5 минуты стресс-теста, 76 градусов, 75. Сейчас буквально 3 минуты пройдет стресс-тест, и будем смотреть на температуры, которые у нас сейчас. После прочистки и замены термопасты мы также проведем 3-минутный стресс-тест от AIDA. Так, центральный процессор 79, вот 81 градус, о чем я и говорил. Температуры растут. Я постараюсь снять весь процесс разборки и прочистки ноутбука, данного ноутбука. Как видите, 85 градусов. Вентилятор уже Подпишитесь, порядочно пожалуйста. гудит. Не знаю, Вам не будет ли сложно, слышно. а мне приятно. Что интересно, при такой высокой температуре нету тротлинга от процессора. Кстати, процессор тут стоит двухъядерный. Сейчас скажу. Т4500 на 2,3 МГц. 2,3 ГГц, извиняюсь. Что ж, вернемся к нашим температурам. И что у нас? 89 градусов. Это после почти 4 минут стресс-теста. 90 градусов. Давайте зафиксируем 4 минуты стресс-теста, 91 градус. И не будем больше мучить ноутбук. Завершим стресс-тест и займемся разборкой и очисткой аппарата.
приступим к разборке аппарата. И мои инструменты: престовая отверточка, лопатка для разборки телефонов, кисточка, ну и термопасту я вам показывал, и карточка для того, чтобы легче было вскрывать дисплей. Начнем разборку со снятия аккумулятора. Теперь снимаем крышку, где находится у нас жесткий диск. Так. И для шурупов я использую вот такие пластиковые стаканчики. Очень удобно. Вот первые пошли, накрываем. Мы знаем, что от крышки это вот они. Открыли крышку. Вот, посмотрите, здесь количество пыли. Я думаю, будет видно. Но это, я думаю, не самое страшное. Подпишитесь, пожалуйста. Снимаем. Вам не диск. сложно, а мне приятно. Также снимаем DVD-RV или привод, кому как больше нравится. И кидаем шурупчик в следующий стаканчик. Так как эти все шурупы у нас идут в верхней части, то можно их все в этот же стаканчик убирать. Так. Так, нету, не знаю по какой причине. Вот берем правильно, просто вылетел, там сломались крепления. Откручиваем все шурупы. Сложненький. Держит шуруп. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. И осталось еще 4 отсеки батареи. Ну, не маленькие. Так. Следующим шагом отсоединим Wi-Fi модуль, отключим его. Стаканчик. Вот, шурупчик. От модуля. Можно и модуль сюда положить. Тоже. Отлично. Что ж, идем дальше. Следующим шагом нужно Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Такой лопатки нужно поддеть крепление клавиатуры.
Не знаю, насколько вам будет это все видно. Я постараюсь, конечно. Так, вернемся к нам. У нас клавиатура уже отходит. Поднимаем. Надо действовать аккуратно, чтобы не задеть экранный модуль, то есть матрицу, дабы не повредить ее. Что ж, отключаем шлейф клавиатуры. Здесь он у нас извлекается. Надо щелкнуть застежку на себя. Можно, конечно, это сделать пинцетом, но под рукой у меня его не оказалось. Вот, клавиатуру мы сняли. Дальше нужно выкрутить оставшиеся шурупы и отсоединить шлейфы, которые еще идут на плату. Начинаем. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Так, шлейф экрана мы не трогаем. Его извлекают позже. И тут все-таки попробуем немножко поддеть. Это шлейф кнопочки включения. Вот, аккуратненько подеваем пластмассовую застежку и извлекаем шлейф. Все делаем аккуратно. Так, дальше у нас идет, я так понимаю, этот шлейф идет у нас на привод. Точно так же отсоединяем, подвигаем. Есть. Микрофон или колонки. Аккуратно. Очень аккуратно здесь действовать, дабы не повредить. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Это динамики. Так, все шурупы мы выкрутили. Теперь начинаем непосредственно снимать крышку. О, она тут уже сама практически снимается. Ну, остальные места уже будем открывать карточкой.
короче, дело. Вот. Будьте аккуратны. Спрятали под наклейкой шлейф от тачпада, я его не заметил. Хорошо, что не дернул сильно. Да, эти шлейфы можно было не отключать, шлейф и коннектор клавиатуры. Так, что у нас тут происходит? Тут у нас отсутствует иконка. Вот она. Позже покажу как. Возможно, ее хоть как-то Подпишитесь, остановить, пожалуйста. чтобы она Вам не хоть сложно, немножко а мне держала. приятно. Держалась. Все это дело у нас. Так, ее аккуратно тоже, чтобы не потерять, ну, ее еще поставим на место. Так, это убираем. В дальнейшем нашим действиям нужно отключить эти USB, чтобы они не мешали. Отключаем дисплей на матрицу. Вот, чтобы так, чтобы вытащить разъем питания, нам нужно снять матрицу, но я думаю, что я буду в любом случае снимать, так как нужно посмотреть, насколько тут тяжелые последствия. Именно в этом месте поломана была обгонка, и я чувствую, что шурупы не докручены. Возможно, ранили ноутбук, или может быть, что просто со временем они стали более слабыми, ослабли. Вот тоже прокручивает. Так, что ж, будем снимать матрицу. Для этого нужно... Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Так, чтобы снять матрицу, нам нужно снять сначала материнскую плату. Так, у нас кулер перевернут. Точнее, подключение находится снизу. Что у нас с шурупчиками? Накрыть еще одним стаканчиком. И это будут у нас шурупы от вентилятора, кулера, или да и от материнской платы, я думаю, тоже туда можно положить. Они должны быть, по идее, одинаковых размеров, так что не будет путаницы. Так, что у нас еще есть? Вот этот модуль Bluetooth, скорее всего. Вот тут у нас приклеен, судя по всему. Шуруп тоже. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно.
попытаться извлечь материнскую плату. Ага. Еще один шуруп есть на кулере. Сейчас у нас наступит момент истины. То есть мы увидим систему охлаждения во всей красе. Что ж ты будешь делать? Почему ты не снимаешься-то? Отсоединяем разъем под питание. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Приклеим. Как-нибудь аккуратно. Давайте это немножко подальше уберу. Нас интересует система охлаждения. Вот такое состояние. Ну, такой вот валенок у нас собрался за не знаю сколько лет использования ноутбука. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Вот это, конечно, я еще буду все чистить, открывать все шурупчики мелкие и буду чистить внутри. Тут у нас, как ни странно, радиатор. Не знаю, насколько будет видно, но радиатор практически чистый. Сквозь него все отверстия видно все. Так, дальше. Заглянем под систему охлаждения. Разбираем строго по нумерации. То есть крест-накрест. 1. Шурупчики у нас стаканчик. Следующий должен пойти. Так. 2. И 4. Я стараюсь снизу придерживать за вот такой вот контейнер, так скажем, под систему охлаждения, чтобы не гнуть материнскую плату. Давайте попробуем снять. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Паста довольно-таки свежая относительно.
Ну, температуру вы сами видели. Посмотрим, что будет с MX5. Для этого нужно сначала очистить процессор от старой термопасты. Ну что ж, я все почищу, а потом продолжим. Вот на материнской плате пыль. Так, материнская плата очищена. Также очищена термопаста. Я использовал обычные ватные палочки, а также обезжирил поверхность с помощью спирта, так как изопропилового спирта у нас тут не найти. Вот. И теперь пришла очередь MX5. Так как у меня в комплекте нету лопаточки, я буду использовать вот такую вот обычную бумажку. Сейчас свернем ее и будем размазывать эту горошинку по кристаллу процессора. Немного. Подпишитесь, пожалуйста. Наносить Вам не сложно, тонким а слоем. мне приятно. Сейчас попробую собрать лишнее. Не получилось. Ну хорошо. Что ж, закрываем. Сворачиваем такую бумажку. И в 4 раза. Один, два, три. Я думаю, этого достаточно. Так, теперь размазываем термопасту по всему процессору тонким слоем. Она по консистенции напоминает что-то типа йогурта, можно сказать, что-то более вязкое. Ну, никак не зубную пасту, допустим. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Что-то слишком тонкий слой. Термопаста должна покрывать весь кристалл процессора. Да. Ладно, палочкой. Красота.
Подпишитесь, пожалуйста. Накидываем Вам не схему сложно. охлаждения. А мне приятно. Опять же, закручиваем строго по нумерации. Крест-накрест. Так рекомендует производитель ноутбука. Наши первые шурупчики пошли. Постараюсь не затягивать первый раз, просто немножко наживить. Все широко наживлены, теперь можно затягивать. Опять же, я придерживаю снизу, дабы не прогнуть материнскую плату. Подсоединяем кулер, иначе потом можно забыть его подключить. Подпишитесь, пожалуйста. Было у меня однажды, Вам не я сложно. А мне приятно. Я забыл подключить кулер, и человек вернулся. Конечно, ничего трудного, но ситуация неприятная. И пришлось опять же скрывать ноутбук, чего не хотелось бы. Ну что ж, дальше я займусь еще корпусом, потом продолжим. Так, я осмотрел корпус, и то, что я увидел, значит, у нас вот эта втулочка поломана. Вот. Будем ее восстанавливать. Но это на одной части. Пластмасса разваливается, так что не страшно его потерять. Дальше у нас также поломано на поддоне или корыте. Раз, два. Вот он. Ее, скорее всего, будем просто вклеивать. Это остатки от вот этой втулочки. И вот здесь у нас пластмассы нету. Это все крепление матрицы. Если мы их не восстановим, то матрица будет просто болтаться. Поэтому будем восстанавливать. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно. А мне приятно. И найти корпус будет довольно-таки проблематично на этом модели. Вот как-то так. Сейчас попробуем. Нет, я, наверное, сниму гнездо питания, чтобы было удобнее. Был доступ. Все это я делаю на дому. То есть, в принципе, почти каждый может это сделать, если руки растут из правильного места, как говорится. Сейчас разведу клей и продолжим. Я пользуюсь вот таким вот клеем на основе эпоксидной смолы, резина, отвердитель. Как плюс, так и минус этого клея в том, что он очень быстро сохнет. Сейчас
разводится он 1 к 1. Быстро перемешать его. Буквально несколько секунд. Да, и желательно делать это в проветриваемом помещении. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне Довольно-таки приятно. вонючий. В комплекте шла вот такая вот лопатка. С помощью нее размешиваем. Да, я слишком много клея взял. Мне по сути приклеить только одну гонку надо. Здесь вот надо быстро, но аккуратно. Потому что этот клей потом убрать с ненужных частей будет довольно проблематично. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Поэтому надо размешивать по чуть-чуть. Я редко им пользуюсь и забыл о том, что он очень легко выдавливается. Чего слишком много выдавил из тюбика. Масло рядом втулку, так как у нее тоже есть проблема.
знаю, насколько поможет, но в крайнем случае буду заливать эпоксидкой. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. У меня есть вот такой вот чудесный USB паяльник. Плохо покупает его на припой, но зато для пластмасса и вгонок вполне себе сойдет. Вот у нас тут вгоночка, мы ее паяльничком жмем сейчас, она расплавит пластмасс и будет там очень хорошо крепко сидеть. Но на всякий случай я еще пройдусь клеем. Все. Она сидит на месте. Тоже попробуем. Немножко. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Тоже немножко села. Также мы сейчас проделаем эту процедуру и с вот этой ломочкой. Пластмассу уже держать у нас ничего не будет. Все. Ну, хорошо села. Так, выключаем паяльник. Остывает он буквально за минуту. Можно отключить. От Powerbank тоже. Так, ноутбук я собрал. Сейчас будем смотреть тесты AIDA. Ну, 4 минуты как до разборки и прочистки. Тогда были Подпишитесь, пожалуйста. 91 градус. Вам не ну, сложно, 90, скажем. а мне приятно. Посмотрим, какие результаты покажет AIDA теперь после прочистки и замены термопасты на MX5.
Всем, конечно, понятно, что на таких запредельных частотах процессор не будет работать, такой нагрузки никогда не будет. Но стресс-тест помогает выявить проблему. Полтора минуты стресс-теста, 63 градуса. Будем тестировать дальше. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Насчет термопасты, это абсолютно не реклама. Купил я ее за свои деньги. Просто провожу тесты, так как местную китайскую уже не хочу использовать, HY510. Три минуты стресс-теста, 68 градусов. Насколько я помню, с прошлой термопастой тут было под 80 градусов. Или 83 даже. На 3 минутах стресс-теста. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Четыре минуты стресс-теста и 71 градус. Я думаю, для ноутбучного процессора это очень неплохой результат. 20 градусов мы скинули. И это очень хороший результат. Остановил стресс-тест. Смотрим на температуры. 65, 62, 59. Температуры стали падать. Пятьдесят 8. Температура падает. Сейчас она упадет до своей рабочей температуры, так скажем, и будет работать в основном на процессор при таких температурах в основном. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам в ваших начинаниях. Пока-пока.